на сегодняшний момент идеального расклада по локдауну и результатам локдауна в государствах мира нету. Ну, где у нас классные показатели? Или где там? Британия, закрылись, окей, жопа. Вьетнам. Ну, дубка. И что? Вьетнам. Что во Вьетнаме? 15 больных на 100 Сколько? миллионов населения. Это на сейчас. Мы не знаем, правда это или неправда, как оно будет дальше, какая там густота населения людей. Есть огромное количество факторов. Но что касается локдауна, любое решение, которое принимает правительство, правительство это менеджеры огромной корпорации под названием Украина. Любое решение, которое мы принимаем, они принимают, должны просчитываться последствия. Ну, понимаешь, о чем я говорю? Хотите вводить локдаун, вопросов нет. Но сделайте это таким образом, чтобы был минимальный негативный эффект экономический, социальный, медицинский в том же формате. Ну, у нас такое ощущение, что, не знаешь, сидят типа выходные дни. Давайте это сделаем. попробуем, да? А еще вот это, а вот Слушайте, это попробуйте. попробовать, да. конечно, это все весело, но когда это все играет Знаешь, в так врач колоссальные... может тоже лечить. Знаете, говорит, а вот теперь вот эту таблетку попробуйте. Да. Теперь вот эту попробуйте. И хирург, знаешь, там, давайте сегодня вырежем аппендицит через спину. Зачем? А попробуем. Вчера вот был тут Боря Бриль, врач, я тебя познакомлю с ним, он израильский такой практический врач, он многим тут советы хорошие давал, и личные. Вот он вчера в эфире был, и он прям в эфире сказал, что вот он послушал, что выписывают нашим, так сказать, вот людям. Он сказал, за это вообще-то я бы в суд на врачей подавал. Семейный врач мой говорит то же самое. Да, то же самое. То же самое. Антибиотики вот эти, которые Бред. вообще не от этого вида, Вообще да, все. бред Да, просто полнейший. чтоб было. Попробуйте вот это. А давайте еще вот это сожрете и все, да. Ну вот ты видишь, что в больницах происходит. Мне пишут это там вести с фронта, да. Я сам не был, но люди есть. Отдельная история. И это все прям на тоненького. Вот еще чуть-чуть, и люди будут просто, скорых не хватит, люди будут просто в подъезд выходить, вот так раз склонился и задохнулся. Да? На улице шел и упал. Ну как в голода, я прошу прощения, но врач один сказал даже, что такое гипотетически, если будет заражение там вот статистических 100 тысяч в день, то такое возможно. Возможно. Да. Уже на сегодняшний момент там в некоторых моргах других городов там не хватает мест, и они типа там ложат тела людей там, где В придется. моргах не хватает. Послушай, но здесь снова-таки нужно понимать, какое количество смертей от ковида, какие есть причины. Как правило, это люди, у которых слабый иммунитет, есть хронические заболевания. Это наши пожилые люди, наши мамы, наши папы, наши дедушки. Так, да. Абсолютно. Соответственно, такие, как ты, я, как мы, там, у кому там 30, 20, у нас это все, если нету хронических заболеваний, проходит. У меня очень много знакомых уже переболело. У всех это было как грипп. Больше всего они жалуются на то, что очень сильно ломало типа мышцы. Как в крепатуре, только сильная крепатура. Долго, там 3-4 дня, да, но температура была по 2-3 дня, не больше, и там у кого-то 37, у кого-то 38. Но я говорю к тому, что это нормальная история. Но что касается вот этой группы риска, вот с группой риска нужно что-то делать. Да. Я понимаю.